Здравствуйте, меня зовут Айнур Байкадамовна. Я являюсь учителем многопрофильной гимназии номер 41 имени Александра Сергеевича Пушкина. Тема моего доклада – применение активных методов обучения на уроках истории. Я понимаю, мне как учителю необходимо не только доступно все рассказать и показать моему ученику, но и научить моего ученика мыслить, привить ему навыки практических действий. Этому могут способствовать активные формы и методы обучения. К тому же знания, полученные активно, усвоенные активно, прочнее запоминаются и легче актуализируются. Поэтому я решила детально рассмотреть вопрос применения активных форм и методов обучения на уроках истории. Как сказал наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, выпускники школ должны знать казахский, русский и английский языки. Результатом обучения школьников должно стать овладение навыками критического мышления, самостоятельного поиска и глубокого анализа информации. В современном образовании наметилось немало положительных тенденций. Складывается вариативность педагогических подходов к обучению школьников. У педагогов появилась свобода для творческого поиска, создаются авторские школы, активно используется зарубежный опыт. Родителям предоставлена возможность выбирать педагогическую систему. Активные методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных как в психологической, педагогической науке, так и в образовательной практике. Каждому человеку, вступающему в этот сложный и противоречивый мир, необходимы определенные навыки мышления и качества личности. Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность к самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать – вот с чем ребенку необходимо войти в этот мир. И моя задача так построить процесс обучения, чтобы помочь раскрыться духовным силам ребенка. Выделяю 3 уровня активности на уроках. Активность воспроизведения характеризуется стремлением обучаемого понять, запомнить, воспроизвести знания. Активность интерпретации связана со стремлением обучаемого постичь смысл изучаемого, установить связи, овладеть способами применения знаний в измененных условиях. И творческая активность предполагает устремленность обучаемого к теоретическому осмыслению знаний, самостоятельный поиск решения проблем, интенсивное проявление познавательных интересов. Уровень проявления активности личности в обучении обусловливается основной его логикой, а также уровнем развития учебной мотивации, определяющий во многом не только уровень познавательной активности человека, но и своеобразие его личности. Существует множество методов активных форм обучения. Это и проектирование, и дискуссия, исследование, моделирование, групповая работа, игра, создание проблемной ситуации. Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед во владении знаниями. Появление и развитие активных методов обучения обусловлено тем, что перед обучением встали новые задачи. Не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда. Возникновение новых задач обусловлено бурным развитием информации. Если раньше знания, полученные в школе, техникуме, вузе, могли служить человеку долго, иногда в течение всей его практической трудовой жизни, то в век информационного бума их необходимо постоянно обновлять, что может быть достигнуто главным образом путем самообразования, а это требует от человека познавательной активности и самостоятельности. Прежде всего, хотела бы заметить, что результативность педагогической деятельности во многом зависит не от количества используемых методов и приемов, а от их правильного выбора и уместного, адекватного применения в педагогическом процессе. Мой выбор приемов и методов работы в основном исходит из возникающей педагогической проблемы и поиска путей ее решения. На своих уроках истории я применяю различные методы активного обучения. Один из них – это метод мозговой штурм или метод мозговой атаки. Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказать как можно большее количество вариантов решения, даже самые фантастичные. Затем из общего числа высказанных идей выбирают наиболее удачные и далее применяют их на практике. Преимущество данного метода на уроках истории заключается в том, что посредством совместной деятельности учащиеся, которые находятся на разных уровнях обученности, создаются условия для совместного решения поставленной задачи. Доброжелательная же обстановка
позволяет участникам образовательного процесса усвоить навыки критики по существу и научиться импровизировать, а также усиливать положительный настрой и доверие. Метод «Тонкие и толстые вопросы». Обучение в школе в последние десятилетия направлено не на запоминание изложенных учителем фактов в готовом виде, а на осмысление той или иной информации. Поэтому все большую актуальность приобретают педагогические приемы, разработанные в рамках технологий критического мышления. В их число входит методика «Толстые и тонкие вопросы». Данный прием направлен на реализацию сразу 3 целей, которые ставятся на любом уроке. Первое. Обучает ребенка на практике применять новые знания и соотносить их с уже полученными. Второе. Отрабатывает умение формулировать вопросы. Третье. Воспитывает уважение к различным мнениям и взглядам на одну и ту же проблему. Тонкие и толстые вопросы отлично вписываются в любой этап урока. На стадии актуализации полученных знаний прием помогает вспомнить пройденный материал. На этапе осмысления вопросы служат для усвоения знаний по ходу их изложения. В процессе закрепления информации с помощью размышлений в рамках вопросов дети с успехом могут продемонстрировать полученные знания, умения, навыки на уроке. Итак, ребята, в закреплении нашей темы «Коллективизация сельского хозяйства в Казахстане» я предлагаю вам метод «Тонкие и толстые вопросы». Итак, первая группа составляет толстые вопросы, да, которые отвечают «почему», «как вы считаете», что бы вы предприняли и так далее. То есть должен быть развернутый данный ответ второй группы. Ваша же группа составляет тонкие вопросы для первой группы. То есть кто, что, как, когда. То есть ответ должен быть четкий, ясный, лаконичный. Задание понятно? В каком году произошел 15-й съезд коммунистической партии, где провозгласили курс на коллективизацию сельского хозяйства? В 1927 году. Верно, что? Почему из 40,5 миллионов голов скота осталось лишь 4,5 миллиона? Метод Insert. Insert – это прием технологии развития критического мышления через чтение и письмо, используемый при работе с текстом с новой информацией. Методика Insert часто называют и технологией эффективного чтения. Суть приема заключается в маркировке текста значками по мере его чтения. В процессе чтения текста ученик карандашом или маркером делает пометки на полях. Галочка означает, что текст знаком. Значок плюс означает, что ученик узнал что-то новое. Минус – думал иначе. Вопрос – не понял, есть вопросы. Этот прием можно использовать при работе с текстом исторического источника. Прием Insert помогает ученикам читать текст источника более внимательно, способствует лучшему запоминанию материала. Прием составления кластера – это способ графической организации материала, позволяет сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погруженности в ту или иную тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления, последовательность действий проста и логична. Посередине чистого листа или классной доски написать ключевое слово или предложение, которое является сердцем идеи, темы. Вокруг накидать слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. По мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У каждой из веточек, в свою очередь, тоже появляются веточки, устанавливаются новые логические связи. В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, определяет информационное поле данной темы. В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила. Не бояться записывать все, что приходит на ум, дать волю воображению и интуиции. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. Постараться построить как можно больше связей, не следовать по заранее определенному плану. Различают несколько видов кластеров. Это классический кластер, обратный кластер и ассоциативный кластер. С начала нашего урока я предлагаю вам метод ассоциативный кластер. На доске вы видите слово «репрессии». И я предлагаю вам записать на доске в произвольном порядке, какие ассоциации у вас вызывает данное слово. Пожалуйста. Время, думаю, на обсуждение нам не нужно. Если есть стойку, вы можете выходить, писать. Маркер передаем своим одноклассникам. Можете проговаривать вслух.
словам репрессии у нас это Алжир, насилие, НКВД, тоталитаризм, развал, угнетение, казарменный социализм, донос, несправедливость, подавление личности, буржуазный национализм, диктатура, наказание, жертвы и расстрел, ну, соответственно, ГУЛАГ. Спасибо. Метод Джигсо предназначается для того, чтобы обучающиеся помогали друг другу учиться. После работы с текстом группы перераспределяются таким образом, чтобы в каждой оказались представители всех групп. Вторая мировая война началась в 1939 году и закончилась в 1945. Она началась с того, что Германия напала на Польшу в 1939 году. Причинами Второй мировой являлись территориальные споры, возникшие в результате передела Европы Англии, Франции и союзными государствами. В результате выхода Российской империи из военных действий и распада Австро-Венгерской империи на карте мира появились сразу 9 новых государств, собственно, и шла борьба за каждые 5 земли, из-за которой, собственно, они не могли поделить, и страны, которые потеряли эти территории, они не могли с этим смириться, так же, как и страны-победители не могли продать эти территории. Итоги Второй мировой войны. Вторая мировая война оказала огромное влияние на судьбы человечества. В ней участвовало около 72 государств, что составляет где-то 80% населения земного шара. Сами военные действия велись на территории 40 государств, и в вооруженные силы было мобилизировано около 110 миллионов человек. Общие людские потери достигали где-то около 60-65 миллионов человек. Из них было убито на фронтах 27 миллионов человек, и многие из них граждане СССР. Также большие людские потери понесли Китай, Германия, Япония и Польша. Метод Кубик Блума. Прием развития критического мышления Кубик Блума уникален тем, что позволяет формулировать вопросы самого разного характера. Например, «Назови». Вопрос «назови» предполагает воспроизведение знаний. Это самые простые вопросы. Ученику предлагается просто назвать предмет, явление, термин и так далее. Вопрос «почему?». Этот блок вопросов позволяет сформулировать причинно-следственные связи, то есть описать процессы, которые происходят с указанным предметом, явлением. Вопрос «объясни». Это вопросы уточняющие. Они помогают увидеть проблему в разных аспектах и сфокусировать внимание на всех сторонах заданной проблемы. Предложи. Ученик должен предложить свою задачу, которая позволяет применить то или иное правило, либо предложить свое видение проблемы, свои идеи. То есть ученик должен объяснить, как использовать то или иное знание на практике для решения конкретных ситуаций. Вопрос «придумай» – это вопросы творческие, которые содержат в себе элемент предположения, вымысла. Поделись. Вопросы этого блока предназначены для активации мыслительной деятельности учащихся. Учат их анализировать, выделять факты и следствия, оценивать значимость полученных сведений, акцентировать внимание на их оценке. Прием критического мышления Кубик Блума универсален. Его может использовать не только любой учитель-предметник, но и преподаватели вузов, психологи, социологи. Возможно два варианта. Вопросы формулирует сам учитель. Это более легкий способ, используемый на начальной стадии, когда необходимо показать учащимся примеры, способы работы с кубиком. И второй вариант: вопросы формируют сами учащиеся. Этот вариант требует определенной подготовки от детей, так как придумать вопросы репродуктивного характера легко, а вот вопросы задания требуют определенного навыка. В старших классах Кубик Блума можно представить в виде таблицы. Учащимся предлагают заполнить таблицу вопросами соответствующего типа. Затем на занятии они обмениваются составленными таблицами и анализируют ответы одноклассников. Метод фишбоун. Рыбная кость. Схема фишбоун придумана профессором Каура Ишикава в 1960 году как метод структурного анализа. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова и фразы, отражающие суть. Такой вид диаграмм позволяет проанализировать причины событий более глубоко, поставить цели, показать внутренние связи между разными частями проблемы. Итак, мы подготовили нашей группой проект под названием «Восстание Сарымадатова», специально фишбоун. Начнем мы с головы нашей рыбы. Соответственно, это проблема нашего восстания. Назревание конфликта между царской властью и Сарымадатом. Затем у нас отходят 4 ответвления, и, соответственно, здесь будут причины восстания и факты, которые происходили в то время в ходе, соответственно, восстания Сарымадатова. Итак, первый из них – это бесчинство казачьих войск. И факт. Казахам запрещалось брать в аренду земли казачьих войск. Также запрещалось переходить через
реки Иртыш и Урал в зимнее время. И это можно было делать только по специальному разрешению царской администрации по указу царя от 27 декабря 1782 года. А второй причиной, которая послужила восстанию Сыромодатова, является аграрный кризис. Это усиление позиций против фамилии Абухаировых, тем самым ослабляя позиции ханского окружения. Третья причина у нас является ослабление ханской группировки и хана Нуралы. Нуралы и его братья, Шуак, Яралы и Досалы, ежегодно получали жалования в Оренбурге. И самое последнее, четвертое, это смерть детей Сыромодатова. В 1778 году произошло столкновение с казачьими войсками, и дети погибли. Подведя общие итоги, можно сказать, что восстание в младшем Жузе под руководством Сыромодатова было неизбежным. Метод облака тегов – интересная технология. Это создание облака слов из предложенного текста. Облако тегов – это визуальное представление списка категорий, ключевых слов, понятий, концептов. Такое представление удобно для восприятия и распределения терминов по значимости друг относительно друга. Как известно, умение выделить ключевые слова является одним из важнейших навыков при обучении истории. Метод разыгрывания ролей характеризуется следующими признаками. Во-первых, наличие проблемы или задачи в сфере профессиональной деятельности и распределение ролей между участниками их решения. Во-вторых, взаимодействие участников игрового занятия, обычно посредством проведения дискуссии. В-третьих, ввод педагогом в процессе занятия корректирующих условий. И в-четвертых, оценка результатов обсуждения и подведение итогов учителем. Метод кейс-стади. Анализ конкретных учебных ситуаций. Метод кейс-стади – это инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению практических задач. Метод способствует развитию учащихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказывать свою. Кейс – набор специально разработанных учебно-методических материалов на различных носителях – печатных, аудио, видео и электронные материалы, выдаваемых учащимся для самостоятельной работы. Метод анализа конкретных ситуаций имеет основные признаки. Это наличие сложной задачи, то есть проблемы, контрольные вопросы по проблеме, ввод корректирующих условий, разработка группами вариантов решений, организация дискуссии, обсуждение вариантов решений и подведение итогов. Итак, я считаю, что учитель должен сделать все от себя зависящее, чтобы создать на уроках ситуацию успеха, которая приведет к победе, которая, в свою очередь, приведет к мотивации, а она – к желанию побеждать и к новым успехам. И для этого целесообразно применение методов интерактивного и активного обучения.